как бы, скажем так, я думаю, что у каждого человека, когда что-то происходит в жизни, да, я думаю, что каждому приводит это вопросы, да. Меня привели вопросы. Почему у одного есть, у другого нету? Что он знает такого, чего не знаю я? Что он сделал такого, чего бы не смог сделать я? Если смог он, то смогу и я. Да? Вот такие вопросы меня привели вообще сначала в традиционный бизнес. Вот. Ну, опять же, я думаю, что это все благодаря книгам. Я начал, то есть я свою карьеру начал строить в железной дороге только благодаря книгам. То есть я поставил цель, то есть чтобы вырастить по должности, да, то есть когда я пришел на железную дорогу, я просто поставил цель, что я стану, буду идти до директора этого предприятия. А что для этого нужны? Для этого нужны знания, да. Я просто заставил себя читать, конспектировать. Я пришел на железную дорогу 18-летним парнем. Я вообще не понимал, куда я пришел, что такое железная дорога. Но я начал читать, спрашивать, интересоваться. И вот это вот я начал расти, да, вот опытом, набираться опыта, знаний. И вот так я начал расти по должности. Но в какой-то момент, достигнув, да, я стал начальником участка, и вот я уже должен был стать директором. То есть вот эта мечта, она исполнилась бы, если в какой-то момент я не начал читать не те книги, которые именно для профессии же, а я начал читать другие книги. И вот одна из таких книг, очень сильных, которые я всем советую, это Наполеон Хилл «Думай и богатей». Вот реально это настолько книга, она просто перевернула мое мышление. И я подумал, действительно есть другие вещи, да, и можно по-другому зарабатывать. Не только вот расти по должности, да, там стать директором, и ты будешь богатым. Да, возможно, ты достигнешь каких-то результатов, но это будет недолго, да, то есть в какой-то момент тебя могут уволить, тебя могут сократить, тебя могут снять с должности, да, то есть постоянно кто-то над тобой был. И я решил уйти в традиционный бизнес, где нету начальников, нету, которые над тобой будут руководить, да, но в традиционном бизнесе я столкнулся с тем, что это, как сказать, непростой бизнес. Почему? Потому что есть конкуренция. Вот там, где я открывал свое небольшое дело, свое кафе, рядом со мной было еще 7 кафе. Представляете, какая конкуренция? И чтобы выжить среди этой конкуренции, нужно было, опять же, применять какую-то тактику, да. Но я начал это, в принципе, применять, да, начал разные способы, я находил, то есть это было действительно, как сказать, креативное мышление, да, двигало мной, то есть я начал искать решение, которое дало бы мне результат, то есть я начал, как мне привлечь как можно больше клиентов, чтобы они приходили в мое кафе, да, чтобы они это делали. Это как привлечь, например, сейчас партнеров, лидеров, да. Мне пришла идея, что я должен сам пойти и искать этих клиентов, что я сам должен начать рекламировать, да. Я давал объявление в газету, я давал объявление на радио, да, что есть такое кафе, оно не работает, вот та реклама не работала, пока я сам не вышел и не начал говорить о своем кафе. Вот так я привлек очень большое количество клиентов. И вот за короткое время у меня просто был поток клиентов, я действительно начал зарабатывать, но я начал уставать. Я просто начал зашиваться, уставать. Да, может быть, я еще, если бы продержался какое-то время, возможно, я начал бы делегировать, нанимать там официантов, поваров нанимать, да. Мне нужно было новое помещение, расширяться, там еще точки открывать, да. Но в этот момент так судьбой уж распределилось, что я встретил сетевика. К нам в город приехал сетевик с Алматы и начал рассказывать, то есть поднимать мои проблемы. У него тоже было кафе, он тоже страдал, мучился, да, там как бы развивая свое кафе. И он тоже столкнулся с этой проблемой, но пришло решение, пришел сетевой бизнес. И он ушел в сетевой бизнес, кафе сдал в аренду и начал путешествовать, начал зарабатывать деньги. И я подумал, если смог он, то смогу и я. И я сделал то же самое. Я пошел, на следующий день повесил объявление «Сдам в аренду».
у меня через 2 часа забрали кафе в аренду, да, отчитали мне деньги, сказали, все, ты свободен. Я, взяв деньги, принялся за эту компанию. То есть вот это моя была первая серьезная работа именно в сетевом бизнесе. Вот так я стал. Но я сделал еще хлеще. Я поехал вообще в другой город. И там начал развивать этот бизнес, где меня никто не знает. Вот так я еще сделал, да. И там в течение 2 месяцев не было результата. На 3-й месяц пришел результат, и у меня пошла команда. И вот это меня еще больше вдохновило. И после этого я уже не сбивался с пути. То есть я понимал, что самый легкий путь к деньгам – это сетевой бизнес. Это самый легкий путь. Это самый, скажем так, без финансовых больших вложений, да, без финансовых потерь. Безрисковый бизнес. А Livegood это вообще клондайк, скажем так, да. Здесь настолько все просто, здесь настолько все экологично, скажем так, достойно, да, очень масштабно, да, то есть наш бизнес, да, есть разные бизнесы, но наш Livegood, он уже масштабный, он уже показал, что сразу за первый год 1 000 000 партнеров, 200 стран подключилось, да. И вот сейчас еще больше становится, уже компания перешла на новый уровень, да, уже производят фармпрепараты, открываются компании, да, в странах, да, запускаются склады и запускается рекламная воронка, да, и это и запускаются новые продукты, один продукт лучше другого, ассортимент растет ценность нашего бизнеса. И все в $10, все упирается в $10. Это настолько простой, легкий, доступный бизнес, что здесь каждый может стать лидером, стать бриллиантом. Просто нужно ваше упорство, ваша приверженность, ваши действия. Они приведут вас к результату. Получилось у меня, получится и у вас. Смог я, сможете и вы. Главное – желание.